Рахмон посетит Астану для участия в саммите Европейский Союз Центральная Азия. Работу сайта кыргызской службы радио «Свободная Европа» «Радио Свобода» приостановлена на 2 месяца. Комитет по защите журналистов потребовал дать полный ответ по заявлению Абдусатура Пирмухамадзода о пытках и жестоком обращении. 18-летний таджик получил 7 лет строгого режима за убийство своего земляка, таксиста в Пулково. Прошло очередное судебное дело над журналистом за закрытыми дверями. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 27 октября посетит столицу Казахстана Астану, где примет участие в саммите Европейский Союз Центральная Азия. Об этом сообщили в пресс-службе президента. Рахмон отправится в Астану утром в четверг и пробудет там всего день, отметили в пресс-службе. Сопровождать президента будет министр иностранных дел Сираджиддин Мухридин, глава Министерства экономического развития и торговли Таджикистана Завки Завкизода и помощник президента по вопросам внешней политики Азамшо Шарифи. Состоятся ли двухсторонние встречи главы государства с другими коллегами, пока неизвестно. Помимо глав Центральной Азии, на этой встрече будет присутствовать глава Европейского совета Шарль Мишель. Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана 26 октября этого года на 2 месяца приостановило работу сайта Азаттык Медиа кыргызской службы радио «Свободная Европа» «Радио Свобода». В ведомстве отметили, что это решение – реакция на сюжет телеканала «Настоящее время». По версии Минкультуры Кыргызской Республики, 16 сентября, в день, когда на границе Кыргызстана с Таджикистаном шли кровавые боестолкновения, информационный ресурс «Настоящее время» опубликовал видеоматериал под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», в котором, по мнению Минкультуры Кыргызской Республики, применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе, информацию и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области. Комитет защиты журналистов призвал Таджикистан дать полный ответ на заявление блогера Абдусатура Пирмухамадзода о пытках и жестоком обращении. Гульназа Саид, представитель Комитета защиты журналистов, отмечает в заявлении организации от 25 октября, что жестокое обращение, угрозы и признание под пытками не являются чем-то новым для правоохранительных органов Таджикистана. Но это заявление вызывает тревогу и требует полного ответа властей. Для таджикских властей появилась возможность прекратить злоупотреблять грифом секретности в делах журналистов, что является грубым и отвратительным нарушением их прав, подчеркнула она. Комитет защиты журналистов призвал власти Таджикистана немедленно освободить задержанных и находящихся в заключении журналистов и блогеров. Московский районный суд сегодня, 26 октября, огласил приговор по громкому делу об убийстве таксиста гражданина Таджикистана Эмомали Давлатова у аэропорта Пулково в январе текущего года. Наказание – 7 лет колонии строгого режима получил другой гражданин Таджикистана Юнусджон Юсупов, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Согласно данным следствия, Юсупов ударил водителя такси ножом в шею, а потом еще 20 раз в другие части тела. Его задержали через 5 дней в Пензе. На вопрос, за что убил, тот заявил: «Это наши дела». Почему за жестокое убийство преступник получил всего 7 лет, не сообщается. Других подробностей в сообщении тоже нет. Очередное судебное заседание по делу задержанного журналиста Завкибека Саита Амини состоялось сегодня, 26 октября, за закрытыми дверями и без участия его родственников. Подробности заседания неизвестны, а адвокат отказался от общения с прессой. Этот таджикский журналист был задержан в июле этого года. Завкибек Саид Амини обвиняется в сотрудничестве с запрещенной партией Исламского возрождения и группой 24. Журналист ранее не раз подчеркивал, что не имеет отношения ни к какой организации, партии или группе и не сотрудничает с ними. Обе запрещенные организации также отрицают какое-либо сотрудничество с журналистом. По словам одного из его родственников, в суде в среду участвовали несколько экспертов, но их имена не называются. Радио Зодей подтвердил у своих источников, что на заседание были приглашены несколько экспертов, которые дали оценку некоторым постам Завкибека Саита Амини в соцсетях, в частности в Фейсбуке. Выводы экспертов нам недоступны. Саид Амини был активным пользователем в Фейсбуке, постоянно писал свои мнения и предложения о социальных проблемах по вопросам религии и другое.